Судьба детского отделения стационара Сосногорской ЦРБ решилась в пятницу, 16 декабря. Во время встречи жителей района с заместителем министра здравоохранения Республики Коми Этери Мамедовой. Детское отделение не закроют. Эту информацию представитель Минздрава озвучила в самом начале встречи. Однако изменения все-таки будут. Количество коек в детском отделении пересмотрят. Вы придерживаетесь позиции такой, что оно вам действительно нужно, это отделение. Мы готовы пойти на то, чтобы его сохранить. Но структуру отделения все-таки придется, возможно, часть придется коечками дневного стационара заместить. То есть это будет не 15 коек. Может быть 10, может быть 8, нам нужно все это грамотно просчитать. Встрече заместителя министра здравоохранения Республики Коми с жителями муниципалитета предшествовал большой общественный резонанс. Сосногорцы не захотели оставить своих детей без возможности лечиться в родном районе. Одними из первых на защиту интересов детей и родителей стали депутаты районного совета. Они направили ходатайство в администрацию с просьбой подготовить официальный запрос в Минздрав о дальнейшей судьбе стационара. Администрация, в свою очередь, направила региональному ведомству письмо с просьбой сохранить детское отделение, аргументировав это высокой социальной значимостью стационара, в котором не только лечатся больные дети, но и размещаются дети, изъятые из семей социального риска. Активную позицию заняли и родители. С помощью активистов-общественников было собрано более 1000 подписей в защиту детского стационара. К вопросу о закрытии отделения в Сосногорске подключился даже региональный Общероссийский народный фронт. Однако до официальной встречи с представителями Минздрава исход ситуации был неясен. И на этой встрече люди продолжали задавать вопросы. На каждый из них медиками были даны подробные ответы. Полную версию ответов замминистра мы покажем в нашей программе во вторник, 20 декабря. А сегодня собравшиеся больше всего хотели еще раз услышать новость о том, что детское отделение в Сосногорске будет сохранено. Это был анонс. Документов не было. Министерством документы не согласовывались. Сейчас, когда, в общем-то, ситуация приобрела такой общественный резонанс, нами принято решение о том, что Сосногорское ЦРБ, детское отделение, не планируется к закрытию. Этери Мамедова также отметила, что сложившаяся ситуация показала, к принятию таких решений в будущем надо подходить более взвешенно. Вот эта ситуация, которая здесь произошла, для меня лично, я думаю, что для Аллы Яковлевны и для всех моих коллег это будет большим уроком. Потому что действительно нужно объяснять людям, чем продиктованы те или иные решения. Поэтому для нас это урок, мы это учтем. В целом встреча удовлетворила обе стороны. Я рада тому, что наши детки остаются у нас. И все-таки, если мы говорим о тяжелых детях, которым требуется плановая госпитализация и узкие специалисты, конечно, да, как в любой семье, в большой семье, примут решение родители, да, отправить в Ухту, в Сыктывкар. Но когда дети остаются здесь, это удобнее и для тех, кто в поселках, и для тех, кто здесь по месту, и навещать, и просто быть рядом со своими детьми. Встреча прошла продуктивно. Мы внимательно выслушали суть претензий, которые граждане предъявляли к тому решению, которое анонсировалось Сосногорской ЦРБ. На самом деле решение еще не принято. И то, что граждане активно включились в обсуждение этого вопроса, это, в принципе, имело положительный результат. Мы со своей стороны, как министерство, тоже включились в этот процесс, внимательно выслушали аргументы администрации Сосногорской ЦРБ. И сейчас на встрече я услышала аргументы, которые предъявляют жители. И не прислушаться, конечно, к ним было нельзя. Поэтому результатами нашей встречи было следующее. Мы рекомендуем Сосногорской ЦРБ воздержаться от решения по закрытию педиатрического отделения. Но со своей стороны мы вместе с администрацией ЦРБ внимательно проанализируем структуру госпитализации этого отделения и еще раз посмотрим. При этом заверила замминистра, сосногорские дети, которые нуждаются в госпитализации по определенным показаниям, по-прежнему будут направляться в Ухту. То есть именно по переводу детей, нуждающихся, вопрос вообще не стоял. И даже если мы с вами говорим о том, что открыто отделение или закрыто, именно дети, которые нуждаются в госпитализации в Ухтинскую детскую больницу, они точно не пострадают.
Сохранение детского отделения Сосногорской ЦРБ войдет в историю муниципалитета как пример конструктивного диалога жителей, местных властей и республиканского Минздрава. Информация о количестве коек, сохраненных в стационаре, а также новый порядок работы детского отделения Сосногорской ЦРБ будет доведен до сведения общественности дополнительно через местные средства массовой информации.